Здравствуйте, это новости с Анжеликой Миржоевой. Смотрите в этом выпуске. В Магайсе состоялось оперативное совещание под председательством заместителя генерального прокурора России Ивана Сидорука. По следам диалога, что беспокоит жителей Кантышева? В Орджоникидзевском идет масштабная реконструкция стадиона имени Дьякова. Каковы планы по его переустройству? Сегодня в Магайсе заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук провел оперативное совещание по вопросу состояния законности при издании правовых актов региональными органами государственной власти и местного самоуправления Северокавказского федерального округа. В совещании приняли участие Юнусбек Евкуров, прокуроры субъектов России, работники управления Генеральной прокуратуры СКФО. Иван Сидорук отметил, вопросы, вынесенные на повестку дня, имеют важное значение не только для правоохранительных органов, но и для представителей исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. По его словам, анализ практики прокурорского надзора показал, что больше всего нарушений допускается при правовой регламентации бюджетных, налоговых, земельных и жилищных правоотношений. В прошлом году органами госвласти округа принято свыше 6400 правовых актов. На уровне органов местного самоуправления принято свыше 21 тысячи таких актов. Все эти правовые акты были предметом надзора органов государственных, органов прокуратуры, как на изначальной стадии принятия их, так и в процессе их исполнения. Для реализации этих целей практически в каждой прокуратуре были заключены соответствующие соглашения с контролирующими органами, с исполнительными органами власти. Также практически в каждой прокуратуре имеются соответствующие рабочие группы. Кроме того, прокуроры использовали право нормотворческой инициативы. Вами было подготовлено свыше 900 различных проектов правовых актов. Ну а в тех случаях, когда правовые акты противоречили действующему законодательству, прокуратурой было оспорено 360 актов органов государственной власти и почти 7000 правовых актов муниципалитетов. Юнусбек Евкуров согласился с тем, что местное законодательство должно быть приведено в соответствие с федеральным. При этом руководитель региона считает, что ряд изменений можно будет внести в Конституцию Ингушетии только через референдум. Приведение в соответствии закрепляющихся сельскими поселениями, отдельные вопросы местного значения по коррупциогенным факторам. Здесь я не вижу никаких проблем. После этого совещания мы отдельно тогда с прокурором республики проведем свое совещание, и я думаю, здесь проблем особых в этом не будет. Мы в короткие сроки это все подведем и исправим, приведем в норму. Но первое, еще раз говорю, это самое главное для нас Конституцию привести в норму соответствии. Если получится по схеме юридической, без референдума, значит, мы тоже это сделаем. В целом я желаю вашему собранию успешной работы. Еще раз подчеркиваю, что это необходимо для регионов и значимо для Республики Ингушетия. То, что, Иван Иванович, вы сегодня собрали здесь весь коллектив прокурорский Северокавказского федерального округа. Ну и, конечно, для поддержки нашего прокурора республики, который только что вступил в должность. Это тоже важно. Перспективы развития российско-китайского сотрудничества в Ингушетии обсудил Юнусбек Евкуров с представителем нашей республики в Китае Ван Ли. Она сообщила, что в республику уже приглашены китайские проектировщики, чтобы начать работу по реализации совместных проектов. К концу года запланировано провести в Ингушетии китайский экономический форум, на который приедут порядка 200 китайских предпринимателей, которые на месте определят сферы своих интересов и проведут предварительные переговоры. Также будет организована выставка китайских товаров в Ингушетии. Юнусбек Евкуров отметил, что видит такое сотрудничество как весьма перспективное и для Ингушетии, и для Китая. Мы собираемся строить сейчас первоначально будет теплица. Каждая теплица будет площадью 3,15 гектара. Вот, будем строить 300 таких теплиц. Сейчас вот эти специалисты, как мы сказали, в настоящий момент делают визы российские. По работе на теплицах вообще на земле
мы уже говорили об этом, ни в коем случае никаких химикатов, никаких отрав, и это должно быть под жестким контролем наших специалистов, экологов и всех остальных. Помощь не заставит себя ждать. В минувшую пятницу житель Кантышева Магомед Албаков в прямом эфире программы «Диалог с народом» обратился к Юнусбеку Евкурову с просьбой решить проблему, которая мучает жителей сельского поселения вот уже более 5 лет. Дело в том, что ветхие водяные резервуары в Кантышево постоянно протекают, буквально затапливая ближайшие улицы. Сразу после этого звонка глава региона распорядился устранить все недочеты. Лейла Гайсанова с подробностями. Один из тех, кто обратился к главе со своим вопросом, был Магомед Албаков. Его, как и жителей сразу нескольких улиц Кантышева, волнуют водяные резервуары, обеспечивающие питьевой водой все село, без малого 2264 дома. Кроме того, что они уже больше 5 лет постоянно протекают, когда уровень воды в них становится больше, она просто выливается через боковые трубы. Особенно интенсивно это происходит в ночное время. Это доставляет массу неудобств. Зимой, как говорят жители, на улице лежит лед толщиной до 10 сантиметров. Проходит несколько участков, выходит через мой огород на улицу. Естественно, дорога тоже ломается. Идет дальше. Почти половину улицы затапливает. Потом уже выходит на другие участки и на другую улицу. Больше остальных не повезло и Седзу Матову. Его дом находится совсем рядом со скважинами. Из-за воды, которая постоянно капает, дом осел и дал немалые трещины. Даже капитальный ремонт ситуацию не спас. Пришлось строить еще одну пристройку. И опять та же картина. Находиться в этом помещении опасно для жизни. А в семье Исы 11 детей. Старший сын Бекхам помогает отцу чем может. Но все бесполезно. Буквально уже в течение нескольких лет вот такие трещины. Туда свободная рука может пройти. Полностью в доме ни ремонт, ничего нельзя сделать. Почему? Ты как только что-то заделаешь, опять образуются эти трещины. Так во всех комнатах. В последнее время воды стало меньше, и улица уже не затоплена. Жители говорят, это связано с тем, что наступило лето. Люди расходуют воду и днем, и ночью, поэтому, видимо, резервуары не успевают наполниться. Проблема еще и в том, что они поставлены более полувека назад и уже приходят в негодность. Необходимы и накопительные баки, которые должны помочь устранить недочеты. После обращения Магомеда Албакова на программу «Диалог с народом» Юнусбек Евкуров дал поручение в ситуации разобраться. И уже по окончанию священного месяца Рамадан начнется работа по устранению проблемы. Эти резервуары обеспечивают все село, поэтому отключить один насос нельзя. А так как они ветхие, уже они постоянно текут. Сейчас после праздников, после Рамадана, сейчас обещали нам сделать, замену мы сделаем. Беспокоиться скоро будет не о чем, если только о том, что огороды, которые сейчас затапливаются, придется поливать чаще. Лейла Гайсанова, Ахмед Парчиев, Новости 24. В Орджоникидзевском началась масштабная реконструкция стадиона имени Дьякова. Уже осенью этого года там появится обновленный стадион с современным покрытием. Площадка будет служить основной тренировочной базой для футбольной команды «Сунжа». На стадионе будут установлены новые трибуны, которые будут укрыты от непогоды. Также планируют обновить освещение. Хадия Дельбиева обо всем по порядку. За все время существования этого футбольного поля, то есть с середины прошлого века, оно не знало такой масштабной реконструкции. Хамзат Тимирбиев с нетерпением ждет, когда вновь соберет старую школьную команду и выйдет на новое футбольное покрытие, чтобы взять реванш у своих противников команды из школы номер 2. Старое покрытие ровесник Хамзата и уже морально устарело, и играть на нем в последнее время было сложно. До реконструкции поля нам было очень сложно играть, так как там были комочки, были ямы, мы цеплялись за них, падали, и очень было трудно играть на таком поле. Работы на стадионе имени Дьякова начались с основного поля. Современное искусственное покрытие с высоким 6-сантиметровым ворсом должно снизить вероятность травм среди футболистов. Футбольная команда сельского поселения Орджоникидзевска была вынуждена играть в городе Карабулак. Чисто из-за этого, потому что у нас поле было в очень плохом состоянии. К нам приезжал футбольный эксперт, поставил техническое поражение 3-0 в связи с тем, что мы не могли принять на своем поле игроков. А по периметру футбольного поля протянут каучуковую беговую дорожку длиной в 400 метров. На такой обновленной спортивной площадке можно будет проводить самые серьезные соревнования, уверено руководство стадиона. Кстати, с апреля этого года именно тут все организации района сдавали нормы ГТО. Примерно каждый день около от 20 до 60 человек посещают стадион, играют в баскетбол, футбол, волейбол.
и так далее. Бегом занимаются каждый день. Даже люди пожилого возраста каждый день занимаются ходьбой. Данному стадиону около 60 лет. После реконструкции, я думаю, стадион еще прослужит не один десяток лет. Изменения коснутся не только спортсменов, но и болельщиков. В плане реконструкции предусмотрен ремонт трибун и освещения. Все 1200 посадочных мест будут укрыты от непогоды специальным козырьком. А на месте старых баскетбольной и волейбольной площадок появится новый теннисный корт. Хадия Дельбиева, Рамзан Миржоев, Адам Далаков. Новости 24. Принцип одного окна, заложенный в основу работы многофункциональных центров, упростил для жителей республики процедуру сбора справок и документов. В Назрановском МФЦ 20 окон для обслуживания граждан, и удобство этой системы оценил уже не один десяток человек. О том, насколько востребована система упрощения выдачи различных справок, в репортаже Светланы Томовой. Получить нужные документы, бегая по различным инстанциям, по разным адресам, не так-то просто. Чтобы все собрать и получить, наконец, одну долгожданную бумажку, иногда уходят месяц, а то и два. С появлением многофункционального центра эта проблема ушла в прошлое. Здесь дела решаются по максимуму быстро. Клиентов обслуживают молодые и вежливые операторы, которые уже прошли профессиональную подготовку. В основном к нам приходят для услуг, для получения услуг регистрации права собственности. Очень много приходит для записи детей в дошкольные учреждения. На самом деле, вот с появлением МФЦ, вот это получение услуг, оно стало намного доступнее, намного комфортнее для жителей республики. Через МФЦ все гораздо проще. Человек может сдать все нужные для получения той или иной услуги документы в короткие сроки. Здесь для этого 20 окон обслуживания. Клиенты уже оценили экономию сил и времени. У меня оформление земельного участка, первичное оформление. Хожу я сюда уже несколько раз. Мне они еще заявление на загранпаспорт писали и ребенка оформляли. Главное, что очередей нету. Я вижу, люди довольные. Среди большого перечня государственных и муниципальных услуг многофункционального центра – оформление паспортов, регистрация ИП, прописка, выписка и многое другое. Спектр услуг в дальнейшем планируют увеличить. В данный момент 55 услуг. Мы добавили услуги ход Союза, то есть можно получить охотничий билет, подать документы на получение охотничьего билета. Пенсионный фонд услуги мы добавили. Услуги налоговые добавили. Согласно постановлению 797 мы федеральные услуги добавили. Но в данный момент ситуация такая, что мы наш перечень увеличили именно нормативные документы. И до конца года наш перечень будет 151 услуга. Точное количество, которое мы уже сегодня знаем. Плюс будем оказывать какие-то дополнительные услуги. Главная задача МФЦ – оказание госуслуг жителям республики в максимально короткий срок в режиме одного окна. Также существует номер горячей линии, по которому каждый житель республики может проконсультироваться со специалистом, не выходя из дома. Светлана Томова, Рахман Цуров, Новости 24. На этом все. Следующий выпуск новостей смотрите в 19 часов на ингушском языке с Фатимой Гагиевой. Хорошего завершения дня, а я с вами прощаюсь. До завтра.